Представленный проект закона Республики о внесении изменений в закон страны о республиканском бюджете на 2017 год вызвал бурное обсуждение среди парламентариев. В рамках проекта предлагалось внести тактические изменения в текущий бюджет. Как отметил министр финансов страны Дмитрий Сериков, изменения связаны с решениями, принятыми в ходе заседаний межправкомиссии в этом году. В текущем бюджете инвестпрограмма наша утверждена в размере 2 миллиардов 96 миллионов, она увеличивается на 489 и будет по текущему году составлять более 2,5 миллиардов рублей. При этом расходы бюджета увеличиваются на 975 миллионов рублей. При этом расходы главным образом увеличиваются за счет, опять же, увеличения инвестпрограмм на текущий год, о которых я говорил выше, а также за счет тех остатков, которые были сформированы на 1 января 2017 года, переходящих остатков денежных средств, на реализацию тех мероприятий, которые были запланированы в 2016 году. Помимо этого, расходные обязательства увеличиваются на 150 миллионов рублей на пополнение резервного фонда президента. Помимо к ним добавляется переходящий остаток на 1 января 2017 года, который образовался от резервного фонда президента 2016 года. И в соответствии с последним заседанием межправкомиссии на резервный фонд президента переправляется часть средств, которые сформировались в результате экономии, связанных с реализацией мероприятий по внедрению системы казначейства. Помимо этого, в расходных обязательствах небольшие тактические изменения. Связано это в первую очередь с изменением дотаций большей части наших администраций наших районов. В общей сложности на увеличение дотаций районам планируется направить 61 миллион рублей. Увеличение дотаций касается всех районов, кроме Сухумского района и города Сухум. Связано это в первую очередь с тем, что по текущему году большинство районов, к сожалению, по доходной части практически наверняка свой объем доходов не выполнит. Сухумского района будет преувеличение доходов, причем очень существенно, а город Сухум идет по плану выполнения своих доходов и в полном объеме могут выполнять свои обязательства. Дмитрий Сериков также объяснил внесенные изменения в закон о госбюджете 2017 года, который приостанавливает действие закона о бюджетном устройстве в части нормирования расходов на резервный фонд президента. Изначально в законе о бюджете на 2017 год составлял 350 миллионов, а повышается практически до 520 миллионов рублей. Этим проектом закона о внесении изменений в бюджет 2017 года вносится пункт, который приостанавливает действие закона о бюджетном устройстве в части нормирования расходов на резервный фонд. Я напомню, что в рамках действующего закона он не может превышать 5%. Но в связи с тем, что нам Российская Федерация предоставила в этом году дополнительную сумму, предоставляет в размере 150 миллионов рублей, главным образом эти средства, в принципе, в полном объеме будут направлены на последствия, связанные с ситуацией в Приморском. Сумма превышает установленный лимит в 5%, и мы предлагаем этим бюджетом приостановить это действие норме ровно до конца этого года, для того, чтобы мы могли потратить эти деньги из резервного фонда на ликвидацию последствий стихийного бедствия, произошедшего в августе в село Приморское. Как отметил Дмитрий Сериков, после того, как деньги будут перечислены на счет резервного фонда президента, эти средства будут направлены на ликвидацию последствий взрыва в селе Приморское. Между тем, как сообщил заместитель начальника управления капитального строительства Астамур Джикерба, в селе Приморское практически на 90% проведена работа по замене кровли поврежденных взрывов домов. Работа идет, но есть и задолженность перед строителями. Есть небольшое количество людей, которых мы еще не смогли по домохозяйствам, которые работы выполнить. Есть вопросы, пока не решенные не только по домам, но и по подсобным зданиям или помещениям, то бишь это либо коровники или там сараи. Это что касается кровли. По окнам замена окон произведена практически 100%, там небольшая сумма задолженности есть. Количество домов вообще по списку 228. Какие-то дома уже почти под кровлю, где-то пояс завязан, да, там первого этажа.
Но медленно работаем из-за того, что на самом деле работаем практически в долг. Депутат парламента Александр Анкваб отметил, что возникшее обсуждение проекта закона республики о внесении изменений в закон о республиканском бюджете на 2017 год показало, по его словам, насколько сложна и непредсказуема судьба исполнительной власти. По его мнению, резервный фонд президента должен формироваться из собственных средств. Резервный фонд президента должен быть сформирован из собственных средств Республики Абхазия. И тогда вот те разговоры, которые есть, самого разного толка, да, от непрозрачности до чего-то еще, эти все проблемы отпадут. Тогда мы можем и с точки зрения абхазского законодательства внести какие-то изменения, если эти законы есть, если их нет, их написать. Что такое срочные неотложные аварийно-восстановительные работы, что такое стихийное бедствие. Нам всем вместе есть над чем подумать. Но, думаю, самое главное в нашем сегодняшнем разговоре не это. Самое главное то, что мы должны приостановить действие правовой нормы на какой-то определенный промежуток времени. И я за это. Но это очень редкое событие в жизни законодательного органа. И исполнительной власти. Это говорит о необходимости включения в чрезвычайную ситуацию. Это правильно. Я считаю, что нам надо проголосовать за эти поправки. Другое дело, как с технической точки зрения все это было. В итоге проект закона республики о внесении изменений в закон страны о республиканском бюджете на 2017 год был принят во втором и окончательном чтении. Из 27 присутствующих депутатов 23 за, 2 против. Депутат Инал Тарба представил проект закона о внесении изменений в закон о контрольной палате республики и постановление парламента об определении суммы средств на содержание контрольной палаты на 2018 год. Сотрудникам Контрольной палаты Республики Абхазия, в том числе членам коллегии Контрольной палаты Республики Абхазия, устанавливается ежемесячное денежное вознаграждение, не поощрение, в размере установленных должностных окладов. За успешное и добросовестное выполнение сотрудниками Контрольной палаты должностных обязанностей, безупречную работу, а также в связи с юбилейными датами и праздничными днями предусматриваются следующие виды поощрений. Выдача денежной премии, объявление благодарности, награждение ценным подарком и награждение почетной грамотой. Как сообщил председатель контрольной палаты Абхазии Роберт Ашба, в текущем году контрольная палата сэкономила практически на всех статьях расхода. Сумма остатка составила 1 миллион 300 тысяч рублей. Контрольная палата окажет помощь фонду Асхара, перечислив эти средства на счет фонда. Рената Шакай, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение.